Всего 2 недели и родильное отделение районной больницы Сунжи не узнать. Устранили дефекты штукатурных покрытий, покрасили стены и потолки во всех палатах и коридорах. Также на новые заменили старые двери. Завершение ремонта медучреждения ждали как врачи, так и пациенты. Залина Аздоева поступила в родильное отделение почти неделю назад. Женщина признается, находиться здесь теперь намного приятнее, ведь ребенок в лучших условиях. Халха условий же более-менее вообще, но хат уже козла разини соукыз, цены хозы обновленные лампа же хакабас же на же оборудование диктикаторы хук дикрош алхамда цена дарикам должды. Помимо ремонта стен и потолков, рабочие заменили напольную плитку в родильных залах, процедурных и санитарных кабинетах. Во всех палатах повесили жалюзи, к тому же удалось закупить и необходимое оборудование для более качественного обслуживания пациентов. Изменениям теперь рады и сами врачи. Конечно, после проведенного ремонта здесь все чисто и соответствует всем правилам санэпидрежима. В данный момент здесь проводится интенсивная помощь, включая реанимацию новорожденным. Для оказания реанимационной помощи новорожденным, особенно первичной реанимации, имеются все условия и оборудования. Вот аппарат ИВЛ, следящая аппаратура, мониторинг, который отслеживает все гемодинамические показатели новорожденного. При рождении недоношенного ребенка имеется инкубатор или кювес, как его называют, фотолампа, пеленальный столик. В принципе, для работы есть все. Косметический ремонт здесь начали с сентября. Во время проведения работ пациентов перенаправили в Республиканский перинатальный центр. Несмотря на это, оказывать экстренную медицинскую помощь в родильном отделении Сунжи не прекращали. Конечно, у нас по тому же приказу был организован один бокс, функционировали операционные, у нас 2 операционные, одна наверху в роддоме, вторая внизу в гинекологии. И пока проводился ремонт в одном, работала вторая операционная. Преобразить родильное отделение удалось после закрытия акушерских стационаров в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Ингушетии для проведения гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Косметический ремонт проводился не только с целью обеспечения комфорта, но и для создания безопасных условий для здоровья и жизни как малышей, так и рожениц. Уже после ремонта в здании провели дезинфекцию. Мы просто уложились в этот срок, успели и косметический ремонт провести. У нас здание не такое старое, тут капитального ремонта не требовалось, требовалось только косметические кое-какие доделки, исправить что-то, докупить, доделать, тумбочки там, такие комплектующие. Такие профилактические мероприятия Министерством здравоохранения региона проводятся ежегодно для создания условий, отвечающих всем санитарным нормам и правилам. Малика Измайлова, Хамзат Халухоев, Новости 24.